Сегодня для учащихся, педагогов и родителей 10-й школы двойной праздник. Новый учебный год и день здания они встречают в современном, обновленном и красивом общеобразовательном учреждении. Школа попала в список капитального ремонта в регионе и преобразилась на все 100%. Современные условия образования заслуживает каждый ребенок. В масштабном капитальном ремонте 10-я школа детский сад нуждалась давно. За 20 лет в непригодность пришли кабинеты, производственные помещения, окна, двери, крыша и все коммуникации. Сегодня общеобразовательный объект в списке современных, красивых и отвечающих стандартам образования. До капитального ремонта это уже не единожды было и написано, и говорено, скажем так. В общем, очень многие коммуникации пришли в негодность. Сама школа была не в особо приглядном виде. Вот. Ну, в каком плане? В плане того, что, допустим, нужно было очень многое менять в этой школе, потому что этой школе уже 20 лет. Все работы выполнены просто на высшем уровне, скажем, можно сказать так. Все замечательно просто, абсолютно. Мы очень благодарны и руководству республики, мы благодарны всем, кто причастен к этому капитальному ремонту, потому что школа действительно очень красивая получилась, очень светлая, очень просторная. Поздравить детей, педагогов и родителей с важным событием приехал председатель Народного собрания Ингушетии Магомед Тумгоев. Это учреждение спикер парламента посещает не случайно. Он является выпускником 10-й школы. Учащимся он желает отличной учебы, а условия образования – лучшая мотивация для этого. За последние годы в Назране построено 6 дошкольных и 5 общеобразовательных учреждений в рамках реализации национальных проектов «Демография» и «Образование». Это отличный показатель для города с населением 130 тысяч жителей. Новые объекты – это еще и новые рабочие места, которые созданы для жителей города. Я очень рад здесь присутствовать сегодня и поздравить с этим своим праздником наших учащихся, родителей и учителей. Каждый уголок в школе сделан с любовью к детям. В этом году капитальный ремонт в Ингушетии провели в 6 школах. Преобразить общеобразовательное учреждение к новому учебному году – инициатива главы республики Махмуда Али Калиматова. Все работы проводились на совесть и согласно графику осуществлялся контроль на строительной площадке и не только. Очень хороший, качественный ремонт сделали. И здесь ребятишки, ученики будут радоваться. Поэтому это у нас по республике этому уделяет очень серьезное внимание. Глава республики постоянно контроль держит именно систему образования, строительство новых школ, капитальный ремонт школ и детских садиков. У нас за последние 4 года построено 48 школ новых. И 41 школа капитально отремонтирована. За первые парты в этом году в Ингушетии сели более 8 тысяч детей. В 10-й школе сформированы 2 класса, в которых будут получать знания 40 первоклашек. Все теплые слова, пожелания, песни звучат сегодня в их адрес. Для каждого из них начинается самый ответственный и теплый период. Радуются изменениям все. Мне очень понравилась школа, мне очень понравился учитель, мне очень все было красиво. Ты все посмотрела? Да. Я очень хотела в школу, буду учиться на 5. Обещаешь? Обещаю. Изначально, хотя раньше и было приятно мне учиться, но сейчас еще приятнее. Она изменилась, стала ярче, и мне не терпится уже наполнить ее знаниями и воспоминаниями. Проблемы во всем были, как пол, лестница, сами кабинеты, они хромали, пол, парты, кабинеты безумно красивые, но моя мебель такая прелестная, очень приятно для глаза. Ты заходишь, там видно и трещины, и плесень на потолках. Это было, честно, вообще неприятно. А сейчас мы заходим, тут чистые стены, все белое, все красиво, и правда очень приятно на душе видеть в таком новом состоянии школу. Самое главное, условия созданы для успешной учебы, а школьникам сейчас необходимо показать хороший результат, ведь оборудование здесь есть. Рина Цичоева, Абдулла Тангеев, Магаз 24.